Атлантика перегрета, последствия ощущает вся Россия. Территория страны постоянно находится в теплом секторе, идущих по северным траекториям циклонов. А сибирский антициклон не настолько силен, чтобы управлять погодой. Мощное влияние ощущает северо-запад и наша республика. Из-за частых оттепелей снегозапасы превышают норму уже в 1,5-2 раза. И ситуация вряд ли изменится. Сыктывкар поплыл досрочно. Ждем и гололедицу. Ну чем не весна? Кратковременное похолодание, конечно, скоро наступит, даже до -30, но это самый край, северо-восток, дальше Воркуты. Так что за морозами туда. Циклон отойдет на восток, промежуточный гребень, и следующий циклон мы будем уже ждать на новой неделе, после крещения, 21-22. Но надо сказать, что эти циклоны идут по северу, и самая такая неспокойная погода, неблагоприятная, это на крайнем северо-востоке. Там частые метели, снегопады и перепады температуры воздуха. Там уже и 40-ковые температуры, 40-градусные морозы отмечались, и в то же время повышение до нуля. Среднемесячная температура в регионе уложилась в рамки календаря лишь в ноябре. По сути, там мы и застряли. Декабрь в Коми стал самым теплым за весь период наблюдений. В Воркуте трижды побиты температурные рекорды. Январь аномально теплый везде. Средняя температура воздуха превысила норму на 10-12 градусов. Но пока рекорд 1971 года не побит. Тогда в Сыктывкаре максимум остановился на отметке +3,8. К слову, и раньше такие зимы бывали. Просто с каждым годом они все чаще. И север уже не тот, говорят жители. И морозы были посильнее. А сейчас как-то вот переменно вот все равно идет. Потепление чувствуется. Это хорошо? Плохо. Почему? Потому что у нас же вечная мерзлота, у нас же дома построены. Особенно я с Фаргашора, у нас же там на сваях дома. Вот последствия. Пурги каждый день не убирается. Синоптики подтверждают, погода изменилась и снега все больше. До этого самый теплый декабрь был в 2006 году. Зимой 8-го тоже не морозило. Да и прошлый год зимними стужами не отличился. Ученые не исключают связь аномалий с усилением парникового эффекта на атмосферу. Это может быть то самое глобальное потепление. Известно, что наиболее активная скорость, наиболее высокая скорость изменения температуры, то есть потепление, происходит на севере Сибири и в Сибири в целом. Поэтому мы сегодня видим и слышим о том, какие пожары происходят на территории за Уралом. У нас темпы по нашей республике в целом составляют где-то 0,4 градуса на 10 лет, последние десятилетия. Показатели за полвека более внушительные на юге и в центральной части республики. Средняя температура стала выше почти на 2 градуса и на целых 4 на северо-востоке, в Усть-Каре. Впрочем, другая часть ученых мужей все же не торопится говорить об изменении климата в целом. Пока только погода. Ольга Коняева, Вячеслав Беспалов, телеканал Юрган.